20 мая навсегда останется в истории осетинского народа как День памяти жертв грузинского фашизма. Ежегодно на Зарской высоте собираются сотни граждан нашей республики, чтобы вспомнить и почтить минутой молчания жертв Зарской трагедии. Нескончаемый поток людей. Многие жители сегодня посчитали своим долгом отдать дань памяти невинным жертвам трагедии. 1992 год, 20 мая. Группа беженцев, спасаясь через дорогу жизни, на Зарской высоте попала под целенаправленный обстрел грузинских националистов. Их не остановило даже то, что в машине в большинстве были женщины, старики и дети. Они не оставили им шанса спастись, осуществив свой безжалостный и нечеловеческий поступок – преступление против осетинского народа и человечества. Сегодня они снова незримо с нами на Зарской высоте. Каждого помнят поименно. Среди них фотография самого маленького Батраза Кабисова. Этот маленький мальчик показал неимоверное мужество и отвагу. Пытаясь предупредить следом идущие машины с беженцами, он побежал им навстречу. Батраз успел предупредить, но пуля, выпущенная ему в спину, оборвала ему жизнь. В истории Осетии много трагических дат, каждый из которых оставил глубокий след в сердце и сознании граждан Южной Осетии. Это и Бесланская трагедия, это и Зарская трагедия, это и Ерецкая трагедия, это и Цинагарская трагедия. И это наша история. История, которой мы болеем, история, которую мы помним, история, которую мы не забудем, и история, которую мы не простим. Конечно же, мы никогда не забудем. Конечно же, ежегодно, сколько бы времени ни прошло, сколько бы столетий ни прошло, народ Южной Осетии будет приходить и будет почитать память погибших наших соотечественников. Я хочу выразить слова соболезнования родственникам погибших и хочу поблагодарить их за то мужество, с которым они все эти годы живут и несут в себе личное горе, семейное горе и горе всей Осетии. Анатолий Бибилов осудил тот факт, что руководство Грузии так и не признало свои преступления и не извинилось перед народом Южной Осетии. Эти трагедии относятся и к истории Грузии. Но для Грузии это история позора, история преступления перед человечеством, история, которая до сих пор не дает Грузии того политического мужества, чтобы извинились перед Осетией. История позора их преследовать будет всю жизнь. И ни одно правительство Грузии не отмоется от этого позора. И мы сегодня отсюда опять-таки призываем руководство Грузии иметь совесть, иметь честь и иметь политическое мужество, чтобы признать те преступления, которые совершали их предшественников. Признать и извиниться. Подписать меморандум о неприменении силы и признать Республику Южная Осетия. Признать его геноцид. В 1992 году, в день трагедии, было возбуждено уголовное дело. Через 2 месяца расследование было приостановлено. Однако в августе того же года расследование вновь возобновили. Установлены свидетели и лица, причастные к чудовищному преступлению. Все эти годы расследование не прекращалось. В 1996 году число лиц, которые принимали участие в совершении этого чудовищного преступления, выросло до 24. К сожалению, установлены только фамилии и имена этих лиц. 10 лиц установлены полные анкетные данные, достаточные для объявления в международный розыск. Что и было
сделано следственно-оперативной группой. Как отметил генеральный прокурор республики, дело было переквалифицировано как геноцид. Действия этих лиц и политику этой республики нельзя не расценивать не иначе, как геноцид. Поэтому Генеральная прокуратура Республики Южная Осетия принято решение переквалифицировать действия лиц, совершивших это чудовищное преступление, с рядового убийства на геноцид. Геноцид относится к категории тех преступлений, на которые не распространяются сроки давности. На Зарской высоте вновь звучали имена из траурного списка. Ровно в 12 часов 3 минуты, это время, когда произошла трагедия, было объявлено общенациональная минута молчания. Солнечная Грузия, не так ли мы тебя привыкли называть? Что ж ты солнце выпила до капли из ребенка, убивая мать? Край мужчин, заносчивых и гордых, с европейским лоском на челе. Как позволил ты родить уродов на красивой песенной земле? Да, недолго жить кровавым пятном, но пятно позора не сойдет. Вот уж сразу стало всем понятно, где большой, где маленький народ. Роза Тедеева, Азамат Кудзиев, Рауль Кочев. Информационный выпуск сегодня.